Коми продолжает обсуждать возможность создания централизованной клинико-диагностической лаборатории. Пока рассматривается перспектива государственно-частного партнерства. Сами лаборатории при учреждениях продолжают работать. Так, только одна бактериологическая лаборатория в инфекционной больнице в день обрабатывает примерно 300 проб анализов. Хватает ли сотрудников? Исправляется ли техника? С таким потоком расскажет Наталья Юрина. Коми – республиканская инфекционная больница. Здесь работают 3 лаборатории – клиническая, экспресс и бактериологическая. Каждая по своему профилю, отдельно друг от друга. Сроки готовности анализов разные – от 10 минут до нескольких часов. У нас острая патология инфекционная. В течение 2 часов доктор должен определиться с предварительным диагнозом, есть у него инфекционное заболевание или нет инфекционного заболевания. И для этого ему помогает лабораторная служба. Это вот анализ крови общий, если нужно, если биохимический анализ крови, микроскопия, посмотреть крови, там, биологических жидкостей различных, чтобы определить, есть там какая-то патоген, бактерия или вирус. Вот, помогает хорошо. Вирусы и патогены выявляют в бактериологической лаборатории. Помещение разделено на 2 зоны. В первой чистый несколько кабинетов. В одном на небольшой электрической плите в кастрюле варят необходимые для работы среды. Другие помещения административные. Здесь формируется база анализов. Регистраторы с направлений вносят в программу паспортные данные, возраст пациентов, у которых берутся анализы. А по мере того, как анализы будут готовы, врачи с ними поработают и получат ответ. Сюда приходят врачи и вносят уже результаты анализов. В среднем в день сюда поступает около 300 проб анализов. Документальное оформление одного лаборантам занимает около 10 минут. Врачом больше. В эту лабораторию стекаются материалы почти со всей республики. Исследуют здесь и образцы городских поликлиник и других крупных учреждений Коми. Даже из Воркуты и Усинска. Работают и с платными клиниками. Механизм отлажен, правда, в ручном режиме. Анализы привозят, на обратном пути готовые результаты забирают. Единой системы, где бы отображались показатели, нет. Кадры у нас те же, что и были до пандемии. До пандемии в нашей больнице в среднем лечилось 100 больных, а в связи с пандемией выросло в разы, до 300 больных доходило, выше. Естественно, поток анализов увеличился в 3 раза, даже хотя бы только от нашей инфекционной больницы. И приходилось нам тяжеловато. Облегчило деятельность новое оборудование. Всего пару аппаратов ускорили работу по определению микроорганизмов и стерильности крови в 2 раза. Специалисты долгожданным автоматизированным новинкам несказанно рады и сдувают с них пылинки. 3-я лаборатория состоит из устаревшей техники. Работает исправно, но от современных аналогов отстает. Дооснастить лабораторию специалисты и врачи рады бы, только площади не позволяют. Вообще глобально хотелось бы нам новую лабораторию с большими площадями. К нам приходят менеджеры, предлагают новое оборудование, но проблема в том, что нам его даже некуда поставить, это оборудование, некуда втиснуть. Видите, у нас все как плотно заставлено. Проблема в площадях, нет свободного места. Расширение лаборатории предполагалось в новом корпусе инфекционной больницы. Пока строительство на стопе, сотрудники работают в обычном режиме. Не хватает и врачей клинической лабораторной диагностики, помогающих в установлении причин развившегося заболевания. Решить проблемы поможет централизация лабораторной службы, детали которой правительством Коми сейчас прорабатываются. Наталья Юрина, Павел Юлянмин, телеканал Юрган.